зная наши власти, я сомневаюсь, что в нужный момент эти ядерные силы будут применены против агрессора. Хочу отметить, что до такого трагического состояния нашу армию и экономику довел губительный капиталистический курс наших властей. Российские власти совсем недавно заявляли, что у буржуазной России нет врагов, они только у социалистического Советского Союза. Весь этот бред опровергла сама жизнь. Ценой этой бездумной политики властей стала угроза гибели страны и народа. Хочу напомнить некоторые моменты сдачи страны Западу. За это время Запад во главе с НАТО вели политику удушения нас в дружеских объятиях. С одной стороны, НАТО нам демонстрировало дружеское отношение, а с другой стороны, НАТО усиленно укрепляла свои вооруженные силы. И сегодня, там, где размещались войска Организации Варшавского договора, везде стоят натовцы. Они приблизились к нашим границам. Под угрозой уничтожения оказались предприятия машиностроения. Машиностроение, это, наверное, кроме там нефтехимии, понятно, да? Это единственное, что у нас осталось в нашу экономику. На грани уничтожения московский завод ЗИЛ, который имеет 100-летнюю историю. В советское время на нем работало 200 тысяч человек. Они производили не только грузовую и легковые автомобили, также занимались производством бытовой техники, неубиваемые холодильники, дела и на других предприятиях, в бизнесе. Недавно появилась информация о том, что на грани закрытия наш процветающий картонно-бумажный комбинат. Оказалось, возникли проблемы с сырьем. Шло бесконечное, вот вы знаете, обесценение рубля. В результате поставщикам макулатуры стало выгодно, в 2 раза они дороже могут продать эту макулатуру на Запад. Руководство картонно-бумажного комбината обратилось к правительству России повысить до 100% вывозные пошлины на макулатуру. И получили они такой ответ от правительства России, что Россия является членом Всемирной торговой организации, о которой я вам говорила, и по обязательствам Всемирной торговой организации они защитить челнинское предприятие не могут. Вот такая у нас, товарищи, власть, которая поддерживает откровенных врагов, но не может поддержать наши предприятия. Хотя мы с вами бесконечно слышим разговоры об импортозамещении, о поддержке отечественных производителей. Но это не удивительно. Мне все понятно, например, в Библии сказано, что где сокровище, там и сердце ваше. А большинства наших крупных чиновников и олигархов капиталы находятся на Западе. Вот они и пекутся за свои капиталы, но печать о своих, за свои капиталы, они пекутся и о западных капиталах, и работают они на Запад, работают против страны и нашего народа. Чтобы народ не плакался в молитве, чтобы пришел в страну социализм. И мы с Татьяной верим в это. В то, что восстанет весь народ с коммунистическим рассветом, Россия наша расцветет. Biz bugün 23 fevral прекратить harbiy xizmat etgan kishilarimiz borabizda o'sha bayram kunida yig'ildik ham bugun bunda miting. Biz o'zimizning armiyada xizmat etgan chaplarni esga tushiramiz. Ham mana bugungi kunda Ukrainadaga borgan so'qishlarga bizning ishimiz qo'sha ishlab bu shaharga bizning Birleşik Soyuzdosh xalqimiz shaharga qoldi. Hem kelajakda u xalqning yozmishi, uning ekonomikasi bugunda jimralar, kelajakda u ekonomikani kim ko'tarar? Hem Ukraina xalqina kelishda kim bo'lishir? Mana shu problemalarni ko'tarib, bugungi kunda mana mitingda xalq vыступать etadi. Men o'zim raketalar vayskasida xizmat etdim, Svesda. Shunga ko'ra anglab turaman endi, agar andi mana bugungi kunda amerikanlar anda zo'r shortlov kuchli
Россия булган кораллар коярга жыйнала. Безнең үзебезнең коралларыбыз да бик каты җимергеч. Әгәр шундый кораллар кулланыла башласа, ул бүгенге көндәге Украина сугышы Европа илләренә дә күчәчәк. Һәм бүгенге көндә ул сугышны поддерживать итүче халыклар киләчәктә бик аяныч хәлдә калырга мөмкиннәр. Martin efendi, менә бүгенге Россия армиясының инде халык армиясы түгел дигән фикерләр дә әйтелә. Менә бүгенге армия хакында фикерегез, ни өчен яшьләрнең анда барасы килмәй? Действительности шулай булып чыкты да. Совет армиясын тормар итеп, туздырып, таркатып бетергәннән соң Сердюков шикелле министрлар эшләрен һәрбер кеше белеп тора инде хәзерге заманда. Армияның авторитеты да бетте, армияның привлекательности да бетте, яшьләрнең анда бик барып служить итәләре дә килде. Аңлыйлар, кемне яклый бу армия? Халыкны яклый торган армия түгел бит инде бу хәзер. Олигархларны яклый торган армия. Бу олигархларны якларга халыкның ризалыгы юк булмаячак та. Чөнки халыкның тормышы шул хәтле начарлана, шул хәтле тормышы авырайып бара. Моны яшьләр күреп торалар. Эш юк, зарплаталар юк, бәяләр көн саен артып тора. Бу чорда яшәү бик авыр. ЖКХның даже расходлары шул хәтле күп. То есть пенсионерларга, эшче халыкларга яшәү көннән соң авырая бара. Моңа бик зур ризасызлык. Митинг кашуы халык җыелып, безнең недовольствосын высказывать итә.